Один из самых титулованных штангистов страны, пятикратный чемпион России и неоднократный призер первенств Европы и мира, Асланбек Эдиев сегодня передает свой немалый опыт молодым спортсменам. Заслуженный мастер является старшим тренером по тяжелой атлетике Чечни. В 2003 году, вспоминает Асланбек, на встречу его вместе с другими спортсменами позвал первый президент Ахмат Хаджи Кадыров. Такое внимание спорту, несмотря на тяжелейший период для региона, стало дополнительной мощной мотивацией к еще большим победам. Ахмат Хаджи нас собрал и лично машину подарил нам, штангистам 2 машины подарил, там еще боксерам подарили. Без подарка ни один человек не остался. То есть ему было дело до всех. Я после этого еще 3 раза становился призером чемпионата мира. Это стимул. Он отдал жизнь, чтобы мы жили вот так вот красиво. Он сделал очень многое для нашей республики. Для этих мальчишек уже вполне естественно наличие прекрасного газона и необходимого инвентаря. Футбольные академии, стадионы, спортивные залы, способные принять любого масштаба соревнования, сегодня не удивляют никого. Хотя еще около 10 лет назад не имел возможности встречать соперников на своем поле даже главный футбольный клуб республики Терек. Возрождение команды пришлось на самый тяжелый период для региона. Именно Ахмат Хаджи Кадыров воплотил мечту в жизнь. Грозненский клуб в год трагической гибели своего президента впервые в истории вышел в премьер-лигу и в том же году завоевал Кубок России. Возрожденный Ахматом Хаджи из небытия, Терек стал спортивной гордостью региона. Сегодня у нас двойной праздник. Это праздник нашей команды, которая вышла в первую лигу, и праздник, что народ сегодня мог собраться, которого не было год-полтора раньше. Мы можем сегодня собираться, отмечать праздники, праздновать мероприятия. Это еще один праздник. Поэтому я желаю этой команде, которая начала играть недавно, чтобы она вышла в высшую лигу и занимала те места, которые мы могли бы гордиться. Успехом, ребята молодцы, стараются. На тот финальный матч чеченские болельщики вывесили на стадионе огромный баннер с изображением Ахмата Хаджи, национального лидера, человека, подарившего надежду на первый кубок. Решающий гол нападающий Андрей Федьков посвятил всему народу в лице первого президента Чечни. Они не использовали 3 момента, я использовал единственный свой момент. Это можно сказать, я даже не знаю, что сказать сейчас. Эту победу я посвящаю всему чеченскому народу. Первый президент Чеченской Республики был убежден, возродить регион можно, в первую очередь через спорт, науку и культуру. В самое тяжелое время он максимально грамотно расставил приоритеты. Счастливая и здоровая нация – это то, к чему стремился Ахмат Хаджи. Все должны равняться на вас, все должны смотреть на вас, и вы должны быть примером. Вы должны быть примером всем, не только здесь, вы должны быть примером всем, везде, где бы вы ни находились, вы должны знать, откуда вы вышли и на каком языке вы говорите. Я вас от всей души поздравляю. Сегодня я бы преподнес вам любые дорогие подарки, но вы знаете, ситуация, положение такое, и то, что мы подарим, это будет большим подарком от нашей души. Поэтому я 2 чемпионам, которые стали у нас, наши скромные подарки, 2 машины. В восстанавливающейся Чечне еще тогда многие спортсмены становились чемпионами Европы, мира и даже Олимпийских игр. Настоящий герой и лидер, шедший во главе целого народа, Ахмат Хаджи имел индивидуальный подход к каждому. Он всегда вникал во все спортивные нюансы, умел направлять и вдохновлять на любой спортивный подвиг. Инициатива Буйселя. Я хочу, также я его поздравляю. Очень был, взволнован, когда он проиграл. Я смотрел его бой, повторы, потом записи. Это просто спорт, это миг удачи. Я так и подумал и понял, потому что там было перевес в 1 очко, и я не ожидал, что он проиграет, но он наверстает это, да, это боль. И сегодня на пути, начатом Ахматом Хаджи, спортсмены продолжают поднимать чеченский спорт, завоевывая медали самых высших проб. Продолжателем славных дел Ахмата Хаджи Кадырова стал его сын Рамзан Кадыров, который успешно принял эстафету отца. Чемпионы мира и Олимпийских игр с каждым годом пополняют копилку спортивных достижений региона. В столице Чечни проводятся масштабные соревнования на самом высшем уровне. Принимаются ответственные всероссийские и международные турниры. В июле текущего года Грозный принял большой боксерский вечер, главным событием которого стал бой за пояс чемпиона мира WBA по боксу между Русланом Чагаевым и Фресом Акенда. А лето прошлого года любителям спорта запомнилось грандиозным противостоянием Лечи Курбанова и Яна Нортье. Поединок за титул абсолютного чемпиона по карате прошло также в чеченской столице. Спорткомплекс «Олимпийск» неоднократно принимал важные турниры по смешанным единоборствам. А главный стадион республики Ахмат-Арена в 2013 году принял финал 2-го по значимости футбольного турнира России. Такое внимание, уделяемое Рамзаном Кадыровым развитию спорта в Чечне, говорит о том, что нынешний глава достойно продолжает путь Ахмата Хаджи.
Созданный в 2002 году по личному указанию первого президента республиканский спортивный клуб «Ахмат» теперь стал одной из главных кузнец чемпионов. Спортивный клуб «Эдельвейс» имени Турпала Али Кадырова также воспитал не один десяток чемпионов России и Европы в зрелищном олимпийском виде дзюдо и так во многих видах спорта. В республике функционирует более 50 детско-юношеских спортивных школ. Основной упор делается на олимпийские виды. В последнее время получили большое развитие смешанные единоборства. Президент Ахмат Кадыров شين خواتن بريتات تلبين قيقم برا وريسبوبليكا وقوم بهاي خايتنا وميك دايدو خايتنا قطع حنرش سبورت نوك يا كولتور يا قوي تلبيعلو أما داجبس يتقوش داش ويقول وشوران زانو مانش كده يروسا مصر أصلوي سازدات يشو وريسبوبليكا يبقى استاديون شو شورت سبورت كومبلكس شو спортом заниматься, shows like it as so. Наряду со многими другими спортивными аренами в Грозном завершается строительство и современного Колизея. Объект, рассчитанный на 5000 мест, уже в конце этого года примет первый турнир. Также возводятся и культурные объекты. Первый президент говорил: без культуры нет нации. Национальный музей и библиотека, музей имени Ахмата Хаджи Кадырова, Государственный театр имени Лермонтова. И это далеко не все, чем сегодня гордится Чечня. Результаты неимоверной работы Ахмата Хаджи, а затем и Рамзана Кадырова налицо. Великий Ахмат Хаджи всецело знал и понимал роль культуры в сегодняшнем, настоящем и в завтрашнем будущем нашего чеченского народа. И мы все наизусть знаем и мал, и стар его слова, что без культуры нет нации. Что Чеченская Республика сегодня гордится и в образовательном, и в культурном, и в спортивном направлении. Это же, конечно же, путь великого Ахмата Хаджи. Мы гордимся, что мы продолжатели его великого пути. С самого тяжелого периода для Чечни и по сей день не прекращает работу и государственный ансамбль танца «Войнах». За годы своего существования он превратился в визитную карточку всего народа. Это единственный ансамбль кавалер ордена Кадырова. «Войнах» побывал с гастролями практически во всех уголках мира. ансамбль театр ушвошахта нальчки баатан юг вассаздават юг келлиак шей ансамбль юлошахтуш иболхана тон этуба амал хашсагалха хинсу юлхар ансамбль хриятер искусство خليز искусство цагал кам хардат алла ахмад хашт нагвастаден цулт рамзан ахматович даалоч миш адасдах ши вай qomna юг амбош дик хазбол бе хацадот. Другой не менее известный чеченский ансамбль «Нохчо» также продолжает развивать и обогащать искусство чеченского танца. В конце мая у коллектива прошло очередное выступление в присутствии Рамзана Кадырова и других высоких гостей. В последнее время в Чечне проводятся самые разные культурные мероприятия. Первый президент уделял огромное внимание чеченскому танцу. А сегодня на этом пути по поручению Рамзана Кадырова организовываются такие нужные для укрепления культуры конкурсы, как «Нохчин Хелхар». Его финал прошел прямо в центре Грозного. Благодаря Ахмату Хаджи, превратившегося из руин в необычайную красоту. Проспект имени Ахмата Хаджи Кадырова – самое красивое место в республике и, возможно, на всем Северном Кавказе. Улицы и проспекты его именем названы не только в Чечне, но и по всему миру. Сегодня путь возрождения региона продолжают сотни культурных деятелей и тысячи спортсменов. Ахмат Хаджи Кадыров всегда говорил: мы должны показывать свои способности не на полях сражений, а на спортивных аренах, спортивных площадках. Сегодня мечта Ахмата Хаджи сбылась. Хамзат Аюбов, Магомед Идрисов, Муслим Типаев. Новости.